Добрый вечер. Вы смотрите информационный выпуск сегодня. В начале о главных событиях 14 июня. Глава администрации города Цхинвал представил коллективу ГУП-Водоканал нового директора. Многолетняя проблема решена. Жители сел Цхинвальского района получили долгожданную воду. Ярко, красочно и феерично. Отчетный концерт детского хореографического ансамбля «Ирон» прошел с аншлагом. На заседании правительства Эрик Пухаев обратил внимание представителей подрядных организаций на временные сроки для реализации инвестпрограммы текущего года и необходимость увеличения темпов работ на объектах. Алена Алтаева с подробностями. В рамках реализации инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Южная Осетия в 2018 году намечено 32 мероприятия. Среди них есть и переходящие объекты. Это строительство линий водоснабжения и канализации в поселке Ленингор. Министр строительства Эдуард Загоев отметил, что монтажные работы находятся в завершающей стадии и рабочие приступят к наладочным работам. Строительство сети водоснабжения и канализации в поселке Ленингор, Ленингорском районе. По этому мероприятию в соответствии с ним оборудование очистных сооружений, которое необходимо было поставить, подрядчик его поставил. Строительство гостиницы. Кусынч нормально, выполнение сенсусии, цели. График символфоста. В чем причина бетонных пустотей? Бетонный рост. Если они запараллелят час работы, максимально Председатель правительства Эрик Пухаев обратил внимание представителей подрядных организаций на то, что очень мало времени осталось, чтобы полностью реализовать инвестиционную программу нынешнего года. Поэтому необходимо наращивать темпы работ на объектах. Затянулось все это по известным причинам. И у нас очень мало времени, чтобы реализовать программу 2018 года. Поэтому темпы работы надо наращивать, наверное. И никаких, наверное, ни праздников, ни суббот, ни воскресенья. Эдуард Загоев подробно рассказал присутствующим о том, на каком этапе находится процесс реконструкции дорог, которые в этом году будут благоустроены в рамках инвестпрограммы. По улице Дикаева, Грикочьева и Чьяева РГУ «Водоканал» завершит работы к концу месяца и после Дурекспострой приступит к укладке асфальта. Главный инженер РГУ «Водоканал» Иван Сюкаев отметил, что сроки затягиваются на двух улицах – Нартовская и Куцоева. Такие встречи с представителями гимподрядных организаций станут еженедельными, и на них будут подводиться итоги проделанной работы. В настоящее время нет проблем с финансированием строительства объектов инвестпрограммы. Есть установленные объемы работ, имеется рабочая сила и механизмы. Дело остается за ответственностью и исполнительностью подрядчиков. Алена Алтаева, Алим Бетеев. Информационный выпуск сегодня. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов по приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина посетит церемонию открытия чемпионата мира по футболу в Москве, сообщила пресс-служба главы государства. Кроме того, президент Южной Осетии в качестве зрителя посетит стартовый матч чемпионата, который пройдет между командами России и Саудовской Аравии. Анатолий Бибилов не скрывает, что болеет за российскую команду. «Я болею за команду России и ожидаю, что сборная выступит достойно», сказал он. Глава администрации города Цхинвал Алан Кочиев представил коллективу государственного унитарного предприятия «Водоканал» нового директора Алана Цхавребова. Ранее эту должность занимал Сергей Засеев. Представляя нового руководителя, глава администрации отметил, что Алан Цхавребов на ранее занимаемых должностях проявил себя исключительно с положительной стороны и выразил уверенность, что и здесь он использует весь свой потенциал. Предприятие всегда работало на совести, и эту тенденцию необходимо продолжить и дальше. Алан Кочиев призвал коллектив к сплочению, отметив, что только таким образом можно добиться успехов в работе.
Для цхинвальцев популярным местом отдыха в летний период являются берега реки Ляхва, протекающей в черте города. Здесь часто можно увидеть купающихся в реке детей и взрослых. И поэтому вопрос загрязнения водной артерии является для отдыхающих злободневной темой. А проблема существует. На противоположной стороне от городского парка, на стыке улиц Осетинской 13 коммунаров, из-за неправильной установки труб во время дождей канализационные стоки соединялись с ливневыми водами и попадали в реку. По этой причине вся вода в Ляхве ниже старого моста оказывалась в зоне загрязнения, опасного для здоровья. Во время недавнего капитального ремонта улиц коммуникационные сети были заменены. Рабочие во многом улучшили ситуацию, но не устранили проблему до конца. В ближайшее время они намерены вновь вскрыть слой асфальта, чтобы произвести необходимый ремонт. Здесь существовала проблема соединения ливневых вод и канализационных стоков. Все это стекало в Ляхву. В свое время строители провели работы неправильно, поэтому во время дождей канализационные и ливневые воды соединяются и стекают в реку. Мы временно устранили проблему. В скором времени планируем капитально отремонтировать коммуникационные сети и устранить проблему полностью. Ежегодно работники санэпиднадзора предупреждают о том, что вода в городском озере не соответствует нормам. На сегодняшний день сотрудники ЖКХ города Цхинвал готовят городское озеро к купальному сезону. Одни утверждают, что купание в озере запрещено, поскольку вода в нем не отвечает санитарным нормам, а другие заявляют, что выполнили все необходимые работы по очистке водоема. Работники ЖКХ города Цхинвал готовят городское озеро к купальному сезону. Расчищают территорию от зарослей и бытовых отходов. По окончании благоустройства сотрудники республиканского водного хозяйства наполнят его водой. Ежегодно работники санэпидемнадзора предупреждают о том, что городское озеро непригодно для купания. В этом году результаты исследований показали, что загрязненность воды в разы превышает допустимую норму. Как нам сообщили в Югосельпотребнадзоре, санитарное состояние воды в городском озере не соответствует нормам купания. Отбор воды из городского озера производится планово до начала купального сезона 2 раза в месяц и во время купального сезона 1 раз в неделю. Последние исследования воды были произведены 9 июня, и они показали значительное бактериологическое загрязнение. Соответственно, данные лабораторные исследования свидетельствуют о неблагополучии санитарно-эпидемиологическом городского озера. Поэтому комитет рекомендует воздержаться от купания в городском озере. Камнем преткновения ежегодно становится спор между ЖКХ города Цхинвал и санэпидемнадзором. Одни утверждают, что купание в озере запрещено, поскольку вода в нем не отвечает санитарным нормам, а другие заявляют в ответ, что выполнили все необходимые работы по очистке водоема. В свою очередь, работники ГУП «Мелиорация» также провели очистительные мероприятия. Этим летом мы провели очистные работы каналов. Вода, поступающая с Ляхвы в озеро, не очищается, а каналы все чистые. Мы свою работу выполнили. Вчера президент Анатолий Бибилов побывал на городском озере, где проходят работы по благоустройству прилегающей территории. В частности, здесь были обустроены детская площадка и двор одного из муниципальных домов, расположенных по улице Сталина. Все это не может не радовать. Вместе с тем, главная проблема остается нерешенной. Это возможность купаться в озере летом. А запрет санитарных служб ставит под вопрос сам купальный сезон на городском водоеме. Не у всех есть возможность выехать на курорт или морской побережье, а поэтому многие выбирают бюджетный вариант – отдых на берегу городского озера. В жаркий период здесь всегда многолюдно, но вот одним из основных минусов остается, к сожалению, и то, что отдыхающие сами не следят за чистотой, оставляя за собой много мусора. За каждым отдыхающим не будет стоять надсмотрщик и следить за порядком. Тут каждый должен отвечать сам за себя. Городское озеро – излюбленное место горожан. Здесь можно встретить детей, играющихся в песочнице, молодежь, занимающихся на спортплощадке и прогуливающихся людей в возрасте. Здесь каждый находит занятие по душе. В то же время сами отдыхающие не следят за чистотой и порядком зон отдыха. Здесь повсюду раскидан и разбросан всевозможный бытовой мусор. Когда же, наконец, мы научимся следить за порядком вокруг нас и когда мы начнем подавать добрый пример молодежи? Лена Газаева, Азамат Кузев. Информационный выпуск сегодня.
Жители сел Цхинвальского района получили долгожданную воду. Теперь многолетняя проблема решена. Сельская администрация отмечают, что вода будет подаваться в каждый дом. Агунда Гобозова расскажет подробности. В течение 7 дней в селении Сатыха работали над проблемой водоснабжения. И если до сих пор жители села страдали от нехватки воды, то уже сегодня они могут насладиться в полной мере живительной влагой. Параллельную водопроводную линию провели из села Годжиты. Ее протяженность 7 километров. Диаметр труб составляет 63 миллиметра. По словам главы сельской администрации, вода теперь будет подаваться в каждый дом. И в верхнюю, и нижнюю часть села. Вода поступает прямо в резервуар, объем которого составляет 60 кубов. Бассейн заполняется в течение 2,5 часов. Благодаря этому питьевая вода из крана будет идти практически круглосуточно. Но только в том случае, если сельчане будут друг друга уважать и использовать воду рационально. Сельчане очень довольны, а мы, в свою очередь, обойдем всех жителей и попросим использовать воду рационально. В летний сезон бывали срывы с подачей воды, но в остальное время проблем с водоснабжением не было. Сейчас и эта проблема устранена. Как признался исполняющий обязанности главы администрации Цхинвальского района Валерий Бибилов, если бы сельчане не сплотились и как один не взялись за работу, то в такой короткий срок администрация своими силами бы не справилась. Мы решили новую линию тянуть за 7 километров отсюда. Подошли уже, как вы видите, к концу работы. Есть, конечно, еще маленькие недоделки, но их тоже мы доделаем. И нужно уложить в траншею шланг, и мы это сделаем. Я надеюсь, что той проблемы, которая у нас была в этих двух деревнях, больше не будет. Водой обеспечены полностью местным ребятам, которые проявили буквально чудеса мужества. Вручную вот эти трубы были доставлены на вот эти вершины, и оттуда они их, техника была наша, конечно, но они вручную нам помогли. И сегодня я еще раз говорю большое спасибо. Как говорится, там, где вода, там и жизнь. Но в селе, кроме питьевой воды, необходима и вода для орошения огородов. Ведь люди перебираются жить в села, чтобы выращивать на своих грядках вкусный и, в первую очередь, экологически чистый урожай. А без своевременного полива это сделать невозможно. Валерий Бибилов сельчанам пообещал в ближайшее время выделить технику, чтобы подключить воду и для орошения. Помогу выделить технику, и верхняя часть Сатыгары получит оросительную воду вот с этой речки. Это тоже я им обещаю. Просто у нас очень много работы, и мы иногда не хватает техники. Но работа будет продолжена, и мы им окажем помощь. Воду к центральной линии провели вчера вечером. Ребята объехали все село, проверили краны, у каждого дома везде шла вода. Геннадий Догузов живет в селе Сатыкар уже 47 лет. На его памяти не было такого, чтобы вода из крана шла ежедневно, тем более круглосуточно. До вчерашнего дня в селение Сатыхар вода не поступала в достаточном количестве. Я от имени всех жителей выражаю благодарность руководству республики за оказанную помощь. Благодарю и всех односельчан за то, что так ответственно подошли к этому делу и за короткий срок справились с поставленной задачей. Как нам рассказал Валерий Бибилов, работы по проведению водопроводной линии ведутся в селе Хелчо. Несмотря на то, что технику приходится перебрасывать из одного места в другое, работа идет полным ходом и в течение недели будет завершена. Агунда Губозова, Арнольд Харебов. Информационный выпуск сегодня. Новые зажигательные номера показали танцоры детского ансамбля «Иром» при Цхинвальской городской администрации в ходе прошедшего накануне отчетного концерта. Каждый номер юных танцоров вызывал бурю эмоций в зале. Своими впечатлениями делится Зарина Кочиева. Ярко и красочно, динамично и зажигательно, феерично и креативно прошел отчетный концерт детского хореографического ансамбля «Ирон» при администрации города Цхинвал. Концерт – это всегда праздник, но когда участниками действа являются дети, то интерес и внимание к нему особый.
Каждый отчетный концерт творческого коллектива не похож на предыдущий. Соответственно, каждая постановка – огромный труд сплоченного коллектива. Более 13 хореографических постановок, 106 детей, разный возрастной состав участников от 5 до 18 лет. Все это ансамбль «Ирун». Фейерверк чувств, буря эмоций переполняли каждого, кто был в зале. Невероятно интересными, разными по характеру, по стилю исполнения стали постановки младшего состава ансамбля, которые первый раз вышли на большую сцену. И вот он финал. Яркий свет, горящие глаза и чистые, искренние детские эмоции. Зрители стоя приветствовали наставника коллектива, которая подготовила этот праздник. Искренняя, открытая, многогранная Диана Хугаева, руководитель ансамбля «Ирун». Четкость, ритм, слаженность – все это ее заслуга. В торжественной обстановке звучали самые теплые слова благодарности в адрес коллектива и руководителей. От имени мэра нашего города Алана Кочиева начальник управления культуры Игорь Тасоев вручил художественному руководителю ансамбля «Ирун» диплом за достойный вклад в развитие культуры города. Это очень приятно, что наш завтрашний день обязательно купается в лучах солнца. Мы хотим отметить тех добрых людей, которые сегодня, и не только сегодня, постарались для того, чтобы осетинский танец всегда был в первых рядах мировой хореографии. Награждается дипломом художественный руководитель детского хореографического ансамбля «Ирун» Хугаева Диана Леонидовна. Детский хореографический ансамбль «Ирун» является победителем и лауреатом различных конкурсов как в республике, так и за ее пределами. И с уверенностью можно сказать, что впереди его ждет еще больший успех. Зарина Кочиева, Александр Кочиев, Геннадий Мамитов. Информационный выпуск сегодня. Далее узнаем прогноз погоды на завтра, 15 июня. В Знаурском районе республики завтра, 15 июня, ясная погода. Днем плюс 26, ночью плюс 17. В Заурском районе ясно, днем плюс 27, ночью плюс 12. В городе Квайса ясно, днем 26 градусов тепла, ночью плюс 14. В Ленингорском районе Южной Осетии ясно, днем плюс 28, ночью плюс 14. В столице республики в Цхинвале ясная погода, днем 28 градусов тепла, ночью плюс 15. На этом наша программа подошла к концу. Я, Ирина Джуева, желаю вам всего доброго и до свидания. А прямо сейчас смотрите аналитическую программу «Постскриптум».